Сейчас как раз открытие самого яркого и крутейшего спортивного мероприятия за всю историю Лиги ТВВ. Открытый чемпионат по бразильскому джиу-джитсу собрал здесь, во Дворце спорта имени Берды Евлоева, около 2000 участников и гостей с 14 стран. Шоу с лазерно-световым сопровождением, ритуальные бои юных спортсменов и выход на арену самих бойцов кимоно. Ведущие объявляют участников из самых разных российских регионов, стран ближнего зарубежья и не только. Спортивное шоу, в котором задействовано максимальное количество судей, техперсонала и волонтеры. На столе ассистентов готовые протоколы взвешивания. И, конечно же, спортсменов уже распределили по весовым категориям и сформировали турнирные таблицы. Перед самым началом поединков несколько слов и от министра спорта региона. Очень рад вас всех видеть на благодатной Ингушской земле. В первую очередь хочу вас поприветствовать от имени главы Республики Ингушетия Калимата Мамуталима Шариповича. Пожелать вам спортивных успехов, судьям качественного судейства, нашим спортсменам, чтобы они выступили без травм, чтобы насладились этим действительно замечательным спортивным праздником. Десятки прожекторов освещают все 8 татами. Спортсмены из самой младшей группы демонстрируют искусство рукопашного боя, которое еще называют мягкой и податливой из-за особенностей техники движения. Единоборство родом из Японии, бразильского формата, с ингушским колоритом смотрится просто помрачительно. Не забудет свой первый турнир, похоже, и 5-летний Зейд Хамхоев. Зейд, ну что трогай, лицо? В организации турнира предусмотрели все. Присутствует медперсонал, психологическая поддержка. За порядком наблюдает охрана. До поединков спортсмены располагаются на трибунах. Как, к примеру, эти юные джитсеры из Кабардино-Балкарии. Давно ты тренируешься? А как давно? Нравится тебе джиу-джитсу? Мастерство Мансура Изнальчика сегодня сможет оценить и мама. Как давно он занимается? Целый год. Это он в Нальчике тренируется. Это его первые соревнования? Да. Весовая категория какая у Мансура? До 22. 22. Желаю вам успехов, удачи. Мансур, ассаламу алейкум. А Гашим Рабаданов из Дагестана успешно реализовал тренерскую установку на бой. Устал? Да. Да? Скажи, а как ты подрался? Скажи, как тебе соперник? Нормально. Нормально? А какие приемы ты сделал? Скажи. На боковой контроль, на маунт, на спину. Спортсменам, зрителям и всем присутствующим понравилось выступление Вахи Газгиреева. Спортсмен из Сунжи весовой категории 40 килограммов не оставил и тени сомнения для решения судейского жюри. Удушающий. Также семья Плечко из Пятигорска с волнением ожидают выступления сына Константина. На соревнования такого масштаба в первый раз. Масштабы огромные, позитив просто, энергия сумасшедшая. Надеемся на хорошее выступление. Все болеем за Константина. Желаем ему удачи. Бороться за лидерские позиции на пьедестале будут и более 100 спортсменов из Чечни. Завоевать свое золото хотят и джитсеры из Буйнакска. До спортсменов много разных спортсменов, которые приехали с Спартана, разных весовых категориях. Легкий весающий, киги весающий, латки члопкар. 5-й год тренируемся мы в Буйнакске, в клубе GF Team. Очень хороший клуб, хорошие результаты тоже отдают. Уже успел, наверное, заявить о себе, да, на межрегиональных там площадках всероссийских? Ну вот я участвовал в прошлый раз на ТВ в Ростове был, еще на чемпионате России Лиги AGP 2 раза боролся. Ну и на всяких всероссийских турнирах. Готов побороть соперников своей весовой категории? Иншаллах, по воле Всевышнего займу 2 первых места и в кимоно, и без кимоно.
Эмоциональные тренеры и бой барабанов и юный джигит в папахе с флагом адыгское созвездие и стрелы, указывающие на единство племен, как нельзя точнее характеризуют сегодняшнюю обстановку. Организаторы ставят перед собой простые, но стратегически важные задачи: пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи, а также повышение уровня мастерства участников и судей. Кроме того, в рамках турнира сегодня и завтра проведут 20 суперсхваток исключительно во взрослой категории и в цветных поясах. Интересно, что место проведения турнира выбрано не случайно. Был опрос людей, где бы они хотели провести людей. И по мнению общего, он проводился по всему миру, потому что мы не только здесь проводим, и по разным регионам. И где-то 75% голосующих выбрали именно Магаз, Ингушетию. Россия Open Championship. Лучшие из лучших друг против друга. 5 марта запланированы бои более взрослых спортсменов. Приглашаем всю Ингушетию. Я думаю, такого шоу еще никто не видел в республике. И не только здесь, даже вообще в республике. Именно по Кавказу. Мы сделаем тут... Не могу даже передать словами, что мы сделаем здесь. Это надо прийти и просто увидеть. Так что приглашаю всех ребят, взрослых, можно с семьями приходить. Тут именно семейное будет. Короче, шоу будет бомба. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.